Доброго и бодрого утра вам, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Утро Ингушетии», и сегодня с вами я, Хава Зурабова. Чемпионат России по классическому парашютному спорту впервые прошел в Ингушетии. Участникам чемпионата предстояло продемонстрировать точность при приземлении и координацию в воздухе. Смотрим подробности в сюжете Забигай Тукиевой. 20 лучших спортсменов России принимают участие в всероссийских соревнованиях по прыжкам с парашютом на точность приземления. Это мероприятие проходит в республике впервые. Парашютный спорт – это экстремальный вид спорта, но несмотря на это он становится все более популярнее и превращается в один из видов активного отдыха. Собрали самые лучшие из лучших спортсменов России. За 24 года это все дело. Но все как-то, все как по дисциплине прыжка, как по плану прыжка, как бы все как, как работает. Вы помните, когда вы первый раз совершили прыжок? Да, конечно, это было в 1988 году, 6 марта. Вот. И совершение первого прыжка, конечно, было очень волнительно, потому что всегда человек боится того, чего не знает. Ну а узнав это, конечно, очень заболевают этим видом спорта. Сколько я знаю знакомых своих, которые начали заниматься парашютным спортом, никто еще, я не знаю, чтобы ушел от него. Просто это затягивает, завораживает. О том, что во многих древних странах люди пытались спуститься с высоких деревьев, башен и скал при помощи каких-либо приспособлений, напоминающих зонтики, свидетельствуют древние записи. Но нет сомнения, что подобные рискованные мероприятия в те времена чаще всего оканчивались тяжелыми увечьями или гибелью, ведь законы сопротивления воздуха тогда не были известны. Необходимо было точно рассчитать размеры парашюта, и это было сделано в конце 15 столетия Леонардом да Винчи. Первый парашют, который укладывался в ранец, был сконструирован и испытан техником-самоучкой Глебом Котельниковым. В парашютном спорте нужно уметь осуществить свободное падение с точным плавным приземлением, во время которого провести и различные акробатические элементы. При групповой акробатике спортсмены во время падения выполняют перестроение и фигуры из соединенных тел. В купольной акробатике фигуры и перестроения выполняются с уже раскрытым парашютом, что требует большего опыта и высокого мастерства. В приземлении на точность парашютист должен приземлиться в заранее отмеченное место с максимальной точностью, причем нужно попасть пяткой в электрический датчик, мишень небольшого размера. Мы будем прыгать на мат, попадать, 16 сантиметров диаметра. 20 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Краснодарского края и других регионов России приняли участие во всероссийских соревнованиях по парашютному спорту, которые проходили в Республике Ингушетия впервые. Каждый из них выполнил по 5 прыжков с парашютом на стандартный датчик. Перед участниками чемпионата по классическому парашютному спорту стояла задача не только продемонстрировать точность при приземлении, но и координацию в воздухе. Сегодня у нас 31 июля финал всероссийского турнира по парашютному спорту. Соревнования у нас проходят на хорошем уровне. Наши все участники очень довольны, организаторы тоже довольны. В общем, турнир проходит на хорошем уровне. Инициатором этого турнира является глава Республики Ингушетия Туров. Все участники, которые к нам сегодня сюда приехали и участвовали в нашем турнире, они все очень знаменитые спортсмены. Среди них есть многократные чемпионы мира, чемпионы многих престижных международных турниров. В общем, все такие участники очень такие довольно известные. А к чему приурочено соревнование? Значит, этот турнир, во-первых, приурочен для развития спорта в Ингушетии, для того, чтобы наша молодежь увидела этот вид спорта наглядно, потому что он у нас проводится в истории впервые в Ингушетии. Мы этот вид спорта будем в дальнейшем развивать и все сделаем, чтобы со временем наши участники, наши жители республики, наши спортсмены тоже участвовали на различных всероссийских международных соревнованиях. Призы на этом турнире будут: за первое место будет 50 тысяч, за второе 30 тысяч, за третье место 20 тысяч. Ну и дополнительно будут еще компьютеры всем призерам давать, всем участникам. А дополнительно наши национальные атрибутики. А кто в составе жюри? Кто будет оценивать прыжки? Есть специальные судьи, которых мы тоже пригласили вместе с участниками. Эти судьи будут определять призеров.
великолепно. Забегай Киева и Софил Салтыгов, Адам Плиев, «Утро Ингушетии». Еще раз доброе утро. Хочу напомнить вам, что вы смотрите программу «Утро Ингушетии». И сегодня у нас в гостях кандидат педагогических наук, заместитель директора по иностранным языкам в Петербургской гимназии Лиза Измайлова. Лиза, доброе утро. Доброе утро. Лиза, расскажите нам немножко о своей профессии. Почему именно педагогика? Ну, педагогом я хотела стать, наверное, с самого детства, как мечтают многие девочки. После окончания школы я поступила в Российский государственный педагогический университет имени Герцена в Петербурге. Окончила его в 2006 году с отличием, чем я очень горжусь. И, наверное, уже, можно сказать, практически 10 лет я в этой профессии, начиная со студенческой скамьи. Я работаю в данный момент в Петербургской гимназии, 540-я гимназия. Она открылась буквально год назад, это новая молодая гимназия. И в данной гимназии я курирую именно область филологии и иностранных языков. Если вы меня спросите, что сподвигло меня на выбор вообще педагогической профессии, я, наверное, могу сказать, что без призвания, конечно, работать в такой профессии очень тяжело. И необходимо иметь определенную силу воли для того, чтобы в этой профессии найти себя и найти применение своим способностям. Конечно, подчас это бывает очень нелегко, но я прилагала все усилия, чтобы в этой профессии я смогла реализоваться и дальше. Не жалели? Ни одну минуту я не жалела о выборе этой профессии. Лиза, вот вы защитили уже диссертацию. Тема вашей диссертации? Ну, я могу сказать, что диссертация моя защищалась на смежных специальностях. Я писала о русской и английской литературе и об этических понятиях в этих видах литературы. Последние 5 лет моей жизни ушло на написание этой диссертации. Защищала я ее в диссертационном совете своего же Герценского университета. Не могу сказать, что судьба моей диссертации была очень легкая. Сменилось 3 научных руководителя, потому что тему не всегда принимали таковой, какой она была. Но я благодарна всем тем людям, которые меня поддерживали в течение этих последних 5 лет. Прежде всего, сказать огромное спасибо моей семье, моему отцу, моей матери, брату, сестре, которые верили в меня до последнего. И, конечно, Всевышний мне помогал в этом тоже. Вот вы молодая девушка. Ну, столько успехов, столько побед, можно сказать, в профессиональной карьере. Как вам это удается? Ну, вы знаете, наверное, это все-таки прежде всего вера в себя. И еще раз повторюсь, помощь Всевышнего, потому что порой иногда кажется, что руки опускаются, и то, что ты хочешь сделать, не всегда получается так, как ты хочешь это. Тем не менее, я считаю, что человек, работающий в своей профессии, в своей любимой профессии, в которой он успешен, добиться определенных задач, решить, реализовать, это не столь проблематично, если есть желание и целеустремленность. Наверное, мне в какой-то степени еще повезло, потому что петербургская школа, которая меня закалила, оказалась очень сильной. Финско-английская школа, которую я окончила, затем университет, магистратура филологического факультета. Я могу сказать, что преподаватели были очень сильные, и, конечно, это очень хорошая база для дальнейшего профессионального роста. Для меня очень сильной оказалась. А в каких проектах вы участвовали? Вы знаете, проектов было очень много. Самый такой запоминающийся для вас? Самый запоминающийся, ну, наверное, их было 2. Я могу сказать, что 2 года назад, так как я параллельно с работой в гимназии еще иногда читаю лекции на своем филологическом факультете, студенты очень часто проходят у меня практику. И мы с ними создали очень интересный проект под названием «Литературный Петербург». Интересен он был тем, что мы создавали его как мультимедийную книгу на английском и русском языках. Я хочу сказать, что этот проект нашел очень широкое применение у нас в Петербурге. Его используют
довольно-таки в больших количествах вузов и школ. И буквально недавно мои дети весной, да, в апреле месяце закончили работу над проектом «Северный Кавказ. Обычаи и традиции», где мои старшеклассники показали свои знания, умения и интересы в таком проекте довольно-таки, на мой взгляд, познавательном. Почему? Потому что они показали особенности, традицию и культуру практически всех регионов Северного Кавказа. И эта работа, она тоже была сделана на двух языках, на английском и на русском. Она была представлена на конференции «Северный Кавказ и русская литература», которая проходила в Москве в апреле месяце. Лиза, расскажите подробнее о конференции, которая проходила в Москве. Ну, как я уже сказала, конференция проходила в апреле месяце. Примечательна она была тем, что она собрала ученых практически со всех регионов Северного Кавказа. И на ее открытии присутствовал наш президент Юнусбек Евкуров. Мы поехали своей делегацией тоже на эту конференцию. Проходила она в Московском государственном университете имени Ломоносова на филологическом факультете. Могу сказать, что было крайне удивительным у нас, конечно же, это не могло не порадовать, что ингушская делегация была представлена на этой конференции в большинстве своем. И сами выступления, которые там были прослушаны, они были очень интересными. И что еще более, конечно, можно сказать, нас удивило, это наши студенты, аспиранты молодые, которые приезжали с нашего Ингушского университета во главе с Ханифой Магомадовной Мартазановой, с которой мы там и познакомились. Очень понравились нам их выступления. Я вела одно из секционных заседаний на этой конференции, и наши девушки, конечно, показали очень высокий класс. На этой конференции также присутствовала наш историк-этнограф, очень известный петербургский, Албагачиева Мака Султангереевна. Можно сказать, что она была одним из соорганизаторов этой конференции. И, несомненно, наше выступление и наша делегация там очень запомнилась именно своими колоритными, такими вот яркими выступлениями. Лиза, а вам не сложно работать со студентами, со школьниками? Вы знаете, я не могу сказать, что это сложно. Конечно, есть определенная специфика работы и со школьниками, и со студентами, потому что в определенной степени некоторые студенты, они довольно скептически относятся к выбору профессии, особенно если они идут в педагогический вуз. Могу сказать, что атмосфера и работы в школе, и работы со студентами, конечно, она имеет и свои плюсы, и свои минусы. Но, тем не менее, вот умение адаптироваться в этих двух разных, вроде бы, казалось бы, сферах у меня пока получается, слава богу. И я считаю, что главное это захотеть делать. Лиза, а как вы оказались в Санкт-Петербурге? Вы знаете, я живу с рождения в Санкт-Петербурге. Мой отец, когда окончил университет в Орджоникидзе, попал по направлению в Ленинградский северный завод и через год женился на моей матери. И можно сказать, что мы все трое практически родились и выросли там. Вот уже более 25 лет этот город для меня является родным, любимым. Но, несмотря на это, конечно, я с удовольствием приезжаю на свою малую родину, которую я также очень люблю, это Ингушетия. А вы не хотели бы работать в Ингушетии? Я очень хотела бы работать в Ингушетии, конечно, но, вы знаете, наверное, уже настолько я приспособилась и привыкла к работе там, я не представляю, как бы я сейчас, наверное, сменила бы резко работу свою. Ну, было бы сложновато. Конечно, я думаю, что было бы сложно, потому что вырасти там и работать там, это тоже нужно время и адаптироваться, привыкнуть к этому. Ну, в принципе, я думаю, что люди к любому могут привыкнуть, если захотят. Стоит только захотеть. Стоит только захотеть, да. А какие у вас еще увлечения помимо педагогики, если они вообще? Иногда мне кажется, что вся моя жизнь связана с педагогикой, никаких увлечений у меня больше нет. Но когда у меня появляется свободное время, я очень люблю читать. Очень люблю русскую классику, люблю Булгакова, Достоевского. Но вот сейчас, во время отпуска, у меня выдалось свободное время, и я решила почитать, все-таки перечитать своих любимых авторов, потому что, к сожалению, во время работы не всегда получается это сделать. Я очень люблю кино, я очень люблю советское кино, я люблю английское кино, и с удовольствием пересматриваю старые добрые фильмы. Далас бейта ох, парзмархебет, мархдал кабалот вемесни. Эрикаш.
а на этом у меня все. Далее, как обычный прогноз погоды на завтра и музыкальный презент. Хорошего вам дня! Что заставило тебя возвратиться вновь? В моем сердце не ищи прежнюю любовь. Ты жестоко оборвал лучшие мечты, и уже среди огня пепел не ищи. Потеряли мы нашу любовь, ведь не каждый достоин любви. Может, ты был тогда не готов, а теперь слишком поздно, прости. Потеряли мы нашу любовь, ведь не каждый достоин любви. Может, ты был тогда не готов, а теперь слишком поздно, прости. Свои раны, свою боль залечу слезой. Это лучше, чем нелюбимой тобой. Для свободы моей больше нет преград. Не вернешь никогда ты меня назад. Потеряли мы нашу любовь, ведь не каждый достоин любви. Может, ты был тогда не готов, а теперь слишком поздно, прости. Потеряли мы нашу любовь, ведь не каждый достоин любви. Может, ты был тогда не готов, а теперь слишком поздно, прости. Что заставило тебя возвратиться вновь? В моем сердце не ищи прежнюю любовь. Ты жестоко оборвал лучшие мечты, и уже среди огня